Становление и развитие кыргызской государственности. Рассмотрим два вопроса. Первый – попытки решения национального вопроса. И второй – становление и развитие кыргызского государства. Задолго до прихода к власти партии большевиков провозгласила основной деятельностью ликвидацию социального и национального угнетения. И одним из первых декретов советского правительства стала Декларация прав народа России от 2 ноября 1917 года, где были изложены основы национальной политики нового строя. До Октябрьской революции колониальная политика царизма, региональная разобщенность, диктат феодально-патриархальных устоев являлись непреодолимым препятствием для установления и укрепления стабильных национальных взаимоотношений народов Средней Азии. В целях укрепления своего влияния в этом регионе советское правительство 22 ноября 1917 года издало обращение ко всем трудящимся мусульманам России и Востока, в котором объявило о полной свободе и всестороннем равноправии мусульманских народов России. Вместе с тем, на первых этапах становления советской власти между народами Туркестана и советским государством существовало некоторое недоверие. Причиной тому были националистические позиции некоторых представителей местного населения и, в свою очередь, шовинистическая настроенность некоторых большевистских лидеров русской национальности. Вот один из характерных примеров. С 15 по 22 ноября 1917 года на Третьем съезде Советов Туркестана был образован высший орган управления – Совет народных комиссаров Туркестана в количестве 15 человек. Председателем Совнаркома был избран большевик Колесов. Однако в составе правительства не было ни одного представителя местной национальности. Предложение регионального съезда мусульман о создании в Туркестанском крае коалиционного правительства на многопартийной основе было отклонено, а к съезду предъявлено обвинение в буржуазном национализме. В ответ по призыву регионального комитета партии «Шура и Ислам», во главе которого стоял Мустафа Чокаев, 26-29 ноября 1917 года в Коканде прошел 4-й чрезвычайный съезд мусульман. На нем была провозглашена коканская автономия в составе России и избрано правительство во главе с Чокаевым и Тынышпаевым. В правительство наряду с представителями местных национальностей вошли русские и другие выходцы из центральных районов России. Новое правительство поставило целью создания в рамках бывшего Коканского ханства национального государства в форме буржуазно-демократической республики. Таким образом, в Туркестане установилось двоевластие. Одну власть представляло советское правительство, образованное в Ташкенте партией большевиков, другую – правительство Коканской автономии, созданное из представителей разных национальностей, партий Шура и Ислам, Алаш и другие. Коканское правительство, имея немало сторонников, проводило широкую агитацию против советской власти. Были образованы вооруженные силы во главе с полковником Чанышевым. Усиление Коканской автономии встревожило большевиков Ташкента. Краевой 4-й съезд Советов, состоявшийся 19-26 января 1918 года, объявил Коканскую автономию незаконной и принял постановление об аресте ее руководителей. С 19 по 22 февраля 1918 года части Красной Армии с ожесточенными боями вошли в Коканд. Вооруженные силы Коканской автономии были разбиты, правительство разогнано. Остатки последователей автономии бежали в горы. Часть из попавших в Кыргызстан автономистов в годы гражданской войны выступала против советской власти. Таким образом, попытки местной интеллигенции достичь национальной и государственной независимости были пресечены. Часть местного населения осудила действия большевиков по отношению к Коканской автономии. В 1918 году на Третьем Всероссийском съезде Советов была принята Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, в которой содержался план построения социалистического многонационального государства на принципах федерации. На основе этих решений народы Средней Азии в 1918 году объединились в Туркестанскую автономную Советскую Социалистическую Республику. В мае этого же года Туркестан на правах автономии вошел в состав Российской Федерации. В укреплении советской власти в этом регионе большую роль сыграла образованная советским правительством 8 октября 1919 года комиссия по делам Туркестана, Турка-комиссия. В ее состав вошли Фрунзе, Куйбышев, Рудзутак, Боки, Голощекин. Руководил комиссией Илиава. На комиссию были возложены задачи исправления перегибов, допущенных руководителями партийных и советских органов, особенно в национальном вопросе, упорядочения деятельности органов власти на местах, повышения доверия народу к советской власти. Комиссия отстранила от работы партийные и советские кадры, проводившие шовинистическую линию по отношению к местному населению, расформировала целые структуры власти, где это явление укоренилось. Проводилась также политика широкого привлечения представителей местного населения к управлению. Чтобы пресечь грабежи крестьян и дихкан со стороны красноармейцев, комиссия вела расстрел за мародерство.
В результате местное население поверило в советскую власть, возросло число добровольцев, вступающих в Красную армию. Поддержка местным населением, проводимой большевиками национальной политики, сыграла решающую роль в разгроме контрреволюционных сил и утверждении советской власти в Кыргызстане. Возвращение кыргызов-беженцев на родину. С большой признательностью следует отметить деятельность советской власти в отношении возвращающихся беженцев-кыргызов. Кыргызы начали возвращаться с чужбины уже после февральской революции 1917 года. Однако в результате шовинистической политики Временного правительства репрессии и преследования возвращенцев только усилились. В итоге измученные и обессилевшие беженцы подверглись новым избиениям и геноциду. С установлением в Кыргызстане советской власти были прекращены преследования и наказания участников восстания 1916 года. Целенаправленная политика советской власти привела к постепенному спаду межнационального недоверия и противостояния. Начали складываться отношения дружбы и взаимопомощи. При исполнительном комитете Жетысуйской области 5 июля 1918 года был образован областной комиссариат по делам национальностей, в котором работал специальный комитет по упорядочению русско-кыргызских взаимоотношений. Этот комитет проводил широкую агитационную работу среди кыргызского и русского местного населения. Несмотря на сложную обстановку в стране, советская власть уделяла особое внимание оказанию помощи голодающему населению. Повсеместно создавались комитеты по поддержке голодающих. Жетысуйский областной исполнительный комитет 29 октября 1918 года выделил Токмокскому продовольственному комитету 100 тысяч рублей на организацию пункта питания для голодающих кыргызов. Пункты бесплатного питания создавались во всех городах и даже в некоторых селах Кыргызстана. Советское правительство для оказания помощи и возвращения остатков беженцев-кыргызов в родные места направило в Западный Китай специальную комиссию. Эта комиссия была утверждена 2 февраля 1920 года специальным постановлением ЦИК Туркестана. Комиссии было поручено обеспечивать возвращение беженцев на родину и восстановление их в земельных правах, пресечение притеснений, вызволение проданных в рабство, восстановление равноправия между русскими и кыргызами. После падения царизма и установления советской власти, избежавших в 1916 году в Китай 332 тысяч кыргызов, около 300 тысяч вернулись на родину. Советское правительство для оказания безвозмездной помощи возвратившимся при содействии советской власти беженцам-кыргызам выделило 100 миллионов рублей. На эти средства для беженцев был приобретен скот, сельскохозяйственные орудия, юрты, строительные материалы. Вернувшимся на родину кыргызам только в 1920 году было выделено 46 тысяч десятин пахотных земель, 80 тысяч десятин угодий. Все беженцы на 5 лет были освобождены от уплаты государственных налогов. Попытки создания Горной Кыргызской области. Кыргызы, входившие в состав Туркестанской ССР, были распределены по Жетысуйской, Сырдарьинской, Ферганской и Самаркандской областям и не имели своего правительства. В этих областях кыргызы представляли меньшинство населения, и вследствие этого их интересам не всегда уделялось должное внимание. В связи с этим в 1921 году на совещании в городе Алма-Ате был поднят вопрос о создании в составе Туркестанской АСР Горной Кыргызской республики. Однако вопрос не был решен, так как предполагалось Жетысуйскую и Сырдарьинскую области передать Казахской АСР. Такое решение осложнило бы политическое положение кыргызского народа. Если раньше кыргызы входили в состав одной автономии, то теперь народу предстояло делиться на 2 республики. Несогласная с таким положением дел активная кыргызская интеллигенция в лице Абдрахманова, Арабаева, Сыдыкова в марте 1922 года повторно выдвинула предложение о выделении уездов с кыргызским населением в Горную Кыргызскую область. 25 марта 1922 года секретариат ЦК Компартии Туркестана принял решение об образовании в составе Туркестанской республики Горной Кыргызской области, и 26 марта Малый президиум Туркцика утвердил постановление о создании Горной Каракыргызской области в составе Пишпекского, Каракольского, Нарынского и горных районов Ауле-Атинского уездов с административным центром в кишлаке Кочкор. Иначе говоря, в эту область вошла только северная часть Кыргызстана, а вопрос о судьбе кыргызов Южного Кыргызстана временно оставался открытым. Тем не менее, приобретенный статус представлял кыргызскому народу реальную возможность объединиться на определенной территории и строить свою национальную автономную государственность. Однако уже в самом начале создания Горной Кыргызской области этот вопрос стал ареной разногласия между различными группировками националистического и родоплеменного толка. Одна из них во главе с Сыдыковым активно выступала за Горную Кыргызскую область, другая во главе с Кудайкуловым не хотела этого. Кудайкулова поддерживали руководители казахской национальности в Ташкенте и Алма-Ате.
4 июля 1922 года Жетысуйский обком партии созвал в Бишкеке организационный съезд с участием 425 делегатов. Но еще до начала своей работы съезд по прямому указанию Сталина был распущен. Центральный комитет РКПБ в декабре 1922 года все ранее принятые документы о создании Горной Кыргызской области объявил незаконными, а инициаторов созыва съезда обвинил в буржуазном национализме и контрреволюционной деятельности. Таким образом, первые попытки кыргызского народа образовать свое региональное государственное объединение не были претворены в жизнь. Становление и развитие кыргызского государства. Национально-государственное размежевание в Средней Азии, Каракыргызская автономная область. С ликвидацией контрреволюционных сил, особенно басмачского движения, в Средней Азии создались условия для размежевания проживающих там народов на национальные государства. Для установления границ будущих республик при правительстве Туркестанской ССР были широко задействованы узбекские, туркменские и кыргызские отделы, которые выполнили большую часть по уточнению этнографического состава населения, определения экономических и географических особенностей региона. В работе областных и уездных комитетов по делам национальностей участвовали представители всех основных проживающих там народов. Первый Всероссийский съезд Советов 30 декабря 1922 года объявил о создании Союза Советских Социалистических Республик в составе РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР. Это послужило правовой основой для утверждения новой формы сосуществования и сотрудничества национальных республик. 31 января 1924 года на Втором съезде Советов была принята и утверждена первая Конституция СССР. Образование единого союзного государства на принципах федерации ускорило процесс формирования национальных государственных объединений. Кыргызские делегаты, участвовавшие в составе делегации Туркестанской ССР в работе Второго съезда Советов, обратились с просьбой к правительству СССР придать Кыргызстану статус отдельной автономной единицы. Однако вопрос образования кыргызской автономии мог решиться только наряду с предоставлением такого же статуса узбекам, туркменам и таджикам, проживавшим на территории Туркестанской АССР, Бухарской и Хорезмской республик. К сентябрю 1924 года работы по определению состава населения и границ вновь образуемых республик в основном завершились. Было установлено, что кыргызы в количестве 860 тысяч человек расселены на территориях Ферганской, Сырдарьинской, Жетысуйской областей Туркестанской ССР и в Самаркандской области. Кроме того, около 210 тысяч киргизов проживало в Памирском, Бухарском, Западно-Китайском регионах. 14 октября 1924 года Всероссийский ЦИК РСФСР в соответствии с волеизъявлением населения Туркестанской ССР, Бухарской и Хивинской республик принял постановление о размежевании народов Средней Азии на национальные государства. Таким образом, раздробленные до революции территории, населенные кыргызами, узбеками, таджиками, туркменами, казахами и каракалпаками, были заново объединены по этническому принципу. В результате добровольного перераспределения границ были образованы Туркменская ССР, Узбекская ССР, Таджикская автономная область, Каракыргызская автономная область в составе РСФСР, Каракалпакская автономная область в составе Казахской АССР. В ходе определения границ вновь образованных республик и автономных областей между ними были распределены капитальные объекты – фабрики, заводы и другие земельные, водные, сельскохозяйственные ресурсы, ранее подведомственные Туркестанской АССР, Бухарской и Хорезмской республикам. С приобретением государственности народы Средней Азии получили право в какой-то мере самостоятельно решать свои судьбы. В Каракыргызскую автономную область из бывшей Туркестанской ССР вошли по Жетысуйской области почти полностью Прижевальские, Нарынские, Пишпекские уезды, 10 волостей Наманганского уезда, 2 волости Каканского уезда Ферганской области, 14 волостей Ауле-Атинского уезда, Таласский участок, Сырдарьинской области. По сведениям областного статистического бюро, население Каракыргызской автономной области составляло 828 тысяч человек. Из них 63,5% составляли кыргызы, 15,5% узбеки, 17% русские. Другие национальности составляли 4,5%. Территория области занимала приблизительно 200 тысяч квадратных километров. В ней имелось 6 городов, 321 аил и 5 хуторов. Таким образом, разрозненный на протяжении веков кыргызский народ, хотя и в форме автономии, все же объединился в целостное государство. Это стало важнейшим событием современной истории кыргызского народа. После образования Каракыргызской автономной области в Кыргызстане начали создаваться партийные организации и органы советской власти. 18 октября 1924 года Политбюро ЦК РКПБ
утвердила Временное партийное бюро и состав Революционного комитета Каракыргызской автономной области. Первым секретарем Кыргызского обкома РКПБ был назначен Михаил Каменский, вторым секретарем Юсуп Абдрахманов, председателем Ревкома области стал Иманалы Айдарбеков. Образованная при Ревкоме области комиссия, позже Государственная плановая комиссия, ведавшая географическими, хозяйственно-экономическими и финансовыми вопросами, начала работу по уточнению географических и статистических данных области, ее национального состава, посевных площадей, количества скота, лесных и других ресурсов. Из-за отсутствия соответствующего административного центра областной ревком первоначально находился в Ташкенте. Дефицит подготовленных местных управленческих кадров, малое количество хозяйственников в первые годы национальной государственности порождали большие трудности. Только в декабре 1924 года правительство было переведено в Пишпек. С этого времени Пишпек является столицей Кыргызстана. Для эффективного управления Кыргызстаном облревком образовал Пишпекский, Караколский, Нарынский, Ошский и Джалабадский округа. При областном ревкоме работала специальная комиссия по разработке штатного состава государственных и хозяйственных органов. 22 декабря облревком назначил Турдалы Токтобаева представителем Кыргызской автономной области во Всероссийском ЦИК в Москве. Это представительство было призвано защищать интересы Каракыргызской области при решении политических, хозяйственных и других вопросов в центральных учреждениях СССР и РСФСР. 15 января 1925 года на заседании облревкома была принята декларация об образовании Каракыргызской автономной области и торжественно провозглашена государственность Кыргызстана. День провозглашения декларации 16 января отмечался как праздник. На следующем этапе создания государственного аппарата необходимо было провести выборы и учредительный съезд советов, решить ряд экономических и социальных вопросов. Выборы в местные советы были успешно проведены. 27 марта 1925 года в Пишпеке начал свою работу учредительный съезд автономной области. В работе съезда приняли участие 135 делегатов, в составе которых было 18 рабочих, 25 дихкан, 8 служащих, 8 учащихся и другие. На съезде присутствовали представители всех проживающих в Кыргызстане национальностей. Кыргызов 81, русских 29, узбеков 8, украинцев 3, других народов 14. Учредительный съезд избрал исполнительный орган кыргызской автономии, областной исполнительный комитет советов в составе 51 человека. 31 марта 1925 года на первом пленуме областного исполнительного комитета был избран постоянно действующий президиум облисполкома в составе 11 человек. Его председателем стал бывший батрак, затем рабочий, активный борец за советскую власть Абдыкадыр Урузбеков. Учредительный съезд Советов стал знаменательной вехой на пути формирования и утверждения государственности кыргызского народа. Обретенная государственность объединила территорию, экономику и культуру кыргызов, создала предпосылки к последующему национальному возрождению. Уничтоженная под ударами монголов в 1207 году государственность кыргызского народа через 7 столетий была восстановлена. Это событие породило в народе большие надежды на будущее и вдохновило на строительство новой жизни. Борьба за власть. Письмо тридцатки. Назначенный Центральным комитетом ВКПБ первый секретарь обкома Кыргызстана Каменский в руководстве области допустил ряд недостатков и перегибов. Основной линией Каменского было установление личной власти по методу Сталина. Цинично используя противостояние двух боровшихся за первостепенную роль в Кыргызстане группировок во главе с Сыдыковым и Кудайкуловым, Каменский вместо объективного разбора и примирения сторон стал на путь разжигания амбиций соперников. Поддержав полуграмотного Кудайкулова и его сторонников, первый секретарь области усугубил и без того напряженную обстановку. С помощью группировки Кудайкулова Каменский стремился разгромить имеющих большое влияние в Кыргызстане единомышленников Сыдыкова. На проходившей в марте 1925 года областной партконференции Каменский добился снятия с должности второго секретаря обкома, близкого соратника Сыдыкова, талантливого руководителя Абдрахманова. Затем Каменский и Кудайкулов обвинили председателя ревкома Айдаркулова, всего 4 месяца работавшего на этой должности, в связях с баями и манапами, коррупции и взяточничестве. В результате Айдаркулов не был избран на должность председателя областного исполнительного комитета. Все это не могло не вызвать тревогу честных партийцев. Для исправления перегибов в политике обкома 30 советских и партийных работников в июне 1925 года обратились в ЦК РКПБ и Среднеазиатское партийное бюро с письмом, в котором критиковали стиль и методы работы обкома партии Кыргызстана и политику подбора кадров. Этот документ по числу подписавших его человек получил название «Письмо тридцатки». Однако обращение посреднической группы было оценено со стороны Среднеазиатского бюро ЦК ВКПБ как попытка байманапских элементов внести раскол в ряды партии.
Подписавшиеся были подвергнуты гонениям, уволены с занимаемых должностей, а некоторые высланы за пределы Кыргызстана. Как организаторы «тридцатки» Сыдыков, Арабаев были исключены из рядов партии. Меры по отношению к Кудайкулову, возглавлявшему в борьбе за власть вторую группировку, были ограничены простым предупреждением. Взорвавшиеся от всесторонней поддержки Кудайкулов и его приспешники впоследствии были привлечены по другому делу о тяжком преступлении, известному по Бишкекскому округу под названием Ур-Токмок. В 1926 году он был исключен из партии и отдан под суд. Активные участники группировок из областного комитета партии, из Орского, Каракол, Нарынского и Фрунзенского окружных комитетов, областных исполнительных комитетов были уволены. На руководящие должности области пришли выпускники Коммунистического университета трудящихся Востока и других учебных заведений: Тарикул Айтматов, Шоруков, Эсенаманов, Жейнбаев, Камбаров, Кульматов, Алиев. Назначенный первым секретарем областного комитета Узюков начал проводить последовательную работу по консолидации партийного и советского актива области. Активная конфронтация пошла на убыль. Проводимая в середине 20-х годов борьба партии за единство рядов завершилась запрещением объединения во фракции, обнародованием мнений и высказываний, идущих вразрез с линией партии и ее политикой. Все это способствовало укреплению авторитета и влияния партии. Кыргызская АССР. Еще на учредительном съезде, провозгласившему Каракыргызскую автономную область март 25 года, кыргызские делегаты обратились к союзному правительству с ходатайством о переименовании Каракыргызской автономной области в Кыргызскую автономную область. Постановлением Всероссийского ЦИК от 25 мая 1925 года область получила наименование Кыргызская автономная область. На этом же учредительном съезде часть делегатов выдвинула предложение о переформировании автономной области в Кыргызскую автономную республику. 1 февраля 1926 года Всероссийский ЦИК, учитывая достаточность территории Кыргызской автономной области, сопредельность ее с иностранными государствами, наличие собственной экономики, развитый язык и культуру, принял постановление о преобразовании Кыргызской автономной области в Кыргызскую автономную Советскую Социалистическую Республику. Таким образом, Кыргызстан вступил на новый этап развития своей государственности в составе РСФСР. Это событие было узаконено на проходившем с 7 по 12 марта 1927 года Первом съезде Советов Кыргызской АССР. В соответствующей декларации было определено право кыргызского народа на самоопределение, утверждены основные принципы взаимосогласия проживающих в Кыргызстане народов. Кроме того, в декларации были намечены основные направления деятельности правительства Кыргызстана по подъему сельского хозяйства, промышленности, политического и культурного уровня республики. Первый съезд Советов Республики объявил первоочередной задачей органов власти проведение в Южном регионе водно-земельной реформы. Это обуславливалось тем, что в южных районах безземельные и малоземельные дихкани составляли 60% населения, а подавляющая часть земель находилась в руках крупных землевладельцев. Было принято важное решение о всеобщем обязательном образовании и о переходе с арабского алфавита на латинскую графику. Съезд избрал Центральный исполнительный комитет Кыргызской ССР, который стал законодательным и контролирующим органом. Образование Кыргызской ССР было с воодушевлением воспринято по всей республике и сопредельных государствах. Прибывшие из центра партийные и советские представители выступали перед делегатами с поздравлениями, со всех концов СССР прибывали приветственные телеграммы. 12 марта 1927 года был избран президиум ЦИКа Кыргызской ССР в количестве 17 человек. Председателем президиума стал Абдыкадыр Орозбеков. На сессии было образовано правительство Кыргызстана, Совет народных комиссаров, председателем которого стал Юсуп Абдрахманов. В Совет народных комиссаров входили комиссариаты по вопросам земли, финансов, просвещения, труда и рабоче-крестьянская инспекция. Были также созданы государственные, политические и статистические управления. Высшим органом государственной власти Кыргызской ССР и символом суверенности Кыргызстана народа стал Всекыргызский съезд Советов. Он избирал Центральный исполнительный комитет и заслушивал его отчет. Перед высшим органом было подотчетно и правительство республики. Кроме того, впредь съезд избирал представителей и в Совет национальности ЦИК СССР и делегатов на Всероссийские съезды Советов. В соответствии с Конституцией РСФСР, Всекыргызский съезд Советов выполнял законотворческие функции. Ему было предоставлено право разработки и утверждения Конституции Кыргызской АССР. Избираемый съездом ЦИК каждые 3 месяца созывал свои сессии, а постоянно действующий президиум ЦИК издавал декреты и постановления. ЦИК назначал состав Совета народных комиссаров, определял направление его деятельности и разрабатывал планы развития народного хозяйства. Совет народных комиссаров Кыргызстана, как исполнительная власть, регулировал деятельность центральных и местных органов власти. На местах советскую власть проводили кантонные, районные и волостные съезды и их комитеты, а также городские, аильные и сельские советы.
Первый съезд Советов вошел в историю кыргызского народа как важное политическое и государственное событие. На нем была провозглашена Кыргызская автономная республика. Подведен итог достижений кыргызского народа за 10 лет советской власти, определены задачи на будущее. Первая конституция Кыргызской АССР. С образованием Кыргызской ССР началась большая деятельность по разработке Конституции республики. После очередных выборов в местные советы 25-30 апреля 1929 года был созван второй съезд Советов Кыргызской ССР. 220 его делегатов заслушали отчет правительства и после широкого обсуждения приняли Конституцию Кыргызской АССР. Она содержала 7 разделов, 16 глав, 97 статей. В Конституции было закреплено новое государственное и общественное построение республики. Таким образом, Кыргызская ССР стала обладателем всех государственных и политических прав. В Кыргызстане было провозглашено равноправие всех народов и свобода выбора языка обучения. Государственными языками в Кыргызской ССР считались кыргызский и русский. Государственным служащим менялось в обязанность владения обоими языками. В результате повысился статус и роль кыргызского языка, создались благоприятные условия для его развития. В соответствии с Конституцией были уточнены права Всекыргызского съезда Советов. Съезду было делегировано право утверждать Конституцию и вносить в нее изменения, демаркировать, то есть уточнять границы республики, утверждать бюджет, проводить выборы в центральные и местные органы власти, выбирать делегатов на союзные съезды Советов, рассматривать вопросы государственной важности и другое. Всекыргызский съезд Советов являлся носителем высшей власти в республике. В период между съездами власть осуществляли ЦИК Кыргызской ССР и его президиум. Государственные органы власти в Кыргызстане подчинялись центральным органам республики и, согласно правилам Федерации, высшим органам РСФСР и СССР. В Конституции были закреплены государственные символы – флаг и герб Кыргызской ССР. Столицей республики определен город Фрунзе. Итак, кыргызский народ обрел свою государственность в дружной семье народов СССР в форме автономии. С принятием первой конституции были закреплены суть и устройство кыргызского государства, определены права и обязанности проживающих в Кыргызстане граждан и органов государственной власти. Провозглашение Кыргызской ССР – вторая конституция Кыргызстана. Коренные социальные и экономические изменения, происшедшие в стране за годы советской власти, необходимо было отразить в конституциях СССР, союзных и автономных республик. Первая конституция СССР, принятая в 1924 году, а также конституция Кыргызской ССР 1929 года, во многом устарели и уже не соответствовали новым историческим условиям. После необходимых подготовительных мероприятий на чрезвычайном 8-м съезде Советов СССР 5 декабря 1936 года была принята вторая Конституция СССР. С этого дня Кыргызстан, преобразованный в Кыргызскую ССР, стал равноправным членом Союза Советских Социалистических Республик. В истории государственности кыргызского народа это событие стало большим достижением. Образование Кыргызской ССР в качестве итога суверенной воли кыргызского народа было подготовлено всем предыдущим ходом исторического развития. Правительство неоднократно обращалось к высшим органам СССР о предоставлении Кыргызстану союзного статуса. Большой вклад в образование Кыргызской ССР внесли председатель ЦИК Кыргызской ССР Урозбеков, председатели Совнаркома Кыргызской ССР Абдрахманов, Исакеев и многие другие патриоты нашей Родины.